Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Последний летний месяц подходит к своему завершению, значит, приближается школьная пора. Уже совсем скоро начнется новый учебный год. Традиционно с наступлением осени у многих родителей возникают вопросы, какие же изменения ждут школьников в новом учебном году. И, конечно, больше всех волнуются те из них, кто отдает своих детей в первые классы. Ну, вот эти вопросы сегодня зададим мои сегодняшние гости. Это начальник управления образования окружной администрации города Якутска Мария Петрова. Мария Петровна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот давайте начнем с того, что с нового учебного года все школы России переходят на единые учебники по всем предметам школьной программы. Значит, не так много времени прошло с того момента, как эта мера была принята. Понятно, что переходный период какое-то время займет, потому что разные школы учились по разным учебникам, разным программам. Когда это завершится и для чего это вообще необходимо? Это, я считаю, очень правильная мера, потому что будет единый учебник, например, для первых классов, один учебник для вторых классов и так далее. И это позволит школам прийти к единообразию программ, темпов обучения. Это облегчит финансовую нагрузку, в том числе на школы. И это будет проще детям и родителям с тем, что даже если они будут вдруг переезжать, менять школы, для них, в принципе, ничего меняться не будет в плане программы обучения. Но, как вы заметили, это действительно поэтапный период идет у нас. Он начался в этом году. Вот сейчас учебники истории для 11 классов, например, у нас закупаются, в котором также есть дополнительный блок по современной истории, в том числе и по СВО. А кто вот определяет, какие именно учебники остаются, а какие… Конечно, такие учебники обязательно рекомендуются Министерством просвещения Российской Федерации. То есть мы сами абсолютно не имеем никакого права утверждать какие-либо учебники. Ну и вот больше не будет урока по основам безопасности жизнедеятельности, его заменит урок основы безопасности и защиты Родины. И я так понимаю, что отдельным предметом будет еще и начальная военная подготовка. А вот в каких классах эти предметы будут преподавать? Что они будут в себя включать? Ну, отдельного предмета не будет. Получается, что новый предмет, он будет состоять из 3 блоков. И один из этих блоков – это как раз основы начальной военной подготовки, также первой помощи. По сути, это то, что проходили, наверное, наше поколение, ну, те, кто учился в советские годы. И это такие практикоориентированные возможности. И на самом деле, допустим, я как родитель рассуждаю, считаю, что это хороший подход для того, чтобы готовить детей к тому, что мы можем оказаться в какой-то нештатной ситуации, правильно себя вести, быстро оказать первую помощь. Ну и понятно, что начальная военная подготовка, она все-таки нужна. Защита Родины, защита государства – это всегда было, есть и будет. Не только в нашей стране, но и во всех, я думаю, государствах. То есть НВП будет частью вот этого предмета основы безопасности? Понятно. А кто будет эти новые предметы вести? Те же учителя ОБЖ. Единственное, что, конечно, им надо расширить свои знания, пополнить их. Мы, например, в мае месяце уже провели такие курсы повышения квалификации для наших учителей ОБЖ, именно как раз в части начальной военной подготовки, в том числе и по управлению беспилотными летательными средствами, к примеру. Ну вот прошлый учебный год тоже был не без изменений, появились разговоры о важном, хотя это не отдельный предмет, да, это типа как… Внеклассное занятие. Внеклассное, как вроде классного часа, да, такого обязательного. И каждый понедельник дети выстраиваются в линейку, где слушают государственный гимн. Ну, в Якутии у нас такое давно введено, несколько раньше, чем по стране, по всей, да, с подачи нашего главы Александра Сергеевича Николаева. Ну, вообще, вот как эти меры себя показали, вот эти вот разговоры о важном, как себя зарекомендовали? Но любое образовательное учреждение, тем более муниципальное или государственное, является, конечно, проводником государственной образовательной политики. И мы формируем не только личность как таковую, но мы формируем гражданина своей страны. И понятно, что этот аспект, он обязательно должен быть в школьной программе. Другой вопрос, что как-то за 90-е годы, да, это все немножко отходило, но у нас в республике на самом деле это понимание всегда сохранялось. И даже сетка воспитательных мероприятий,
патриотической направленности и республиканского уровня, и муниципального уровня, она никуда не уходила. Другой вопрос, что она немножко менялась. Ну и мы видим за этот год, что действительно разговоры о важном, они воспринимаются очень позитивно у детей, с большим интересом, потому что это не урок, где надо что-то выучить и сдать, да, и получить за это оценку. Это как раз-таки разговоры. И особенно в подростковом возрасте всегда хочется поговорить, тем более со взрослыми и с теми людьми, которые тебе интересен. И отрадно, что в этом году, например, в городе Якутске, в разговорах о важном участвовали не просто классные руководители, но и приглашенные в гости, в том числе и члены правительства, министр образования республики, наш глава Ясин Сергеевич Николаев и глава города Евгений Николаевич Григорьев. Они посещали эти занятия, общались с детьми. Но для детей, конечно, это незабываемое впечатление. И думаю, что многие из них через многие годы тоже будут вспоминать эти разговоры и, возможно, руководствоваться теми словами, которые там прозвучали. И хорошо, что сеть учреждений культуры в городе Якутске тоже не остается в стороне. Ну, в частности, с историческим парком «Россия. Моя история» у нас идет в этом плане активная работа, что дети посещают, и в рамках разговоров о важном они тоже смотрят интересные экспозиции. И в неформальной обстановке, не в учебном классе эти разговоры проходят. А я вот еще слышала, что готовится учебник по истории города Якутска. На самом деле такой учебник есть. Он был принят еще в начале 2000-х годов. Но другой вопрос, что надо сейчас, возможно, его немножко обновить. И сделать более таким мультимедийным, интересным, исходя из того, что дети сейчас поколение несколько иное, более цифровое и виртуальное. Поэтому сейчас мы на стадии обсуждения. Эта идея прозвучала весной, в мае месяце, на нашей второй городской конференции «Школа в развитии города Якутска». Поэтому будем дальше работать по этой теме. Но это будет в рамках урока истории или это будет какое-то дополнительное что-то? Это будет в рамках неурочной деятельности. Потому что потому что по истории теперь определенная программа. Да, сами уроки все уже утвержденная. расписаны на самом деле, но в неурочной деятельности она всегда открыта для творчества. Ну, то есть это по желанию, получается, будет ребенка и родителей, соответственно. Ну и мое мнение, что на самом деле это надо делать такое интерактивно. И желательно не в классе, а гуляя по городу, посещая экскурсии. Тут в тот же музей сходить, да, с классом? Да, да. Ну вот еще с 1 сентября 2023 года в школу возвращаются серебряные медали. Вот. А зачем? То есть сейчас же ЕГЭ достаточно для того, чтобы поступить, да? Как вот серебряная или золотая медаль вообще будет влиять? Действительно, было много запросов, и к нам поступали запросы, и, я так понимаю, на федеральном уровне тоже постоянно звучали эти предложения, и все новое, хорошо забытое старое, серебряные медали возвращаются, на них имеют право те, кто имеет не более 2 четверок и успешно сдал экзамены, понятно, что государственные экзамены, и будет иметь определенные преференции для поступления в профессиональные учебные заведения. В начале учебного года, я думаю, мы получим более подробные описание того, как это будет действовать. Но, скорее всего, при равных баллах по ЕГЭ какая-то преференция будет того, кого... Да, ну я думаю, тоже это дополнительный стимул для того, чтобы поощрять детей, которые действительно с увлечением и качественно учатся. Вот еще начнет с нового учебного года работать федеральный закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Вот это вот что такое? То есть детей будут на картошку куда-то отправлять или они будут что-то делать, на производство какое-то ходить? Да, часть 4 статьи 34 Закона об образовании как раз дополнена этим пунктом. И даны пояснения о том, что, ну, по сути, это будет привлечение к общественно полезному труду в основном в стенах школы. Это, например, уборка класса, там, доску помыть, к примеру, да? Субботник провести, озеленением заняться. Ну, то есть такой посильный труд, который создает более такую качественную, эстетически приятную среду силами самих детей. И тогда, как опыт показывает предыдущий, дети больше ценят то, что сделано. И вот, например, у нас в прошлом году прошел капремонт, и недавно я общалась с директорами, спрашиваю, ну как год прошел, все ли в целое. Но говорят, ну все хорошо, но в некоторых местах общественных, скажем так, дети уже успели кое-что поломать.
и подпортить, скажем так, да, но дети же. И я говорю, ну вот как раз вот эти поправки, они позволят им самим же исправить то, что они испортили. Ну и потом, если они сами в ремонте участвовали, соответственно, они уже Да, да, конечно. То есть, ломать и портить это не захотят. да, то есть там, допустим, никто не говорит о том, что они могут там мыть туалеты. Конечно, нет. Только то, что позволительно в рамках Санпина. Вот еще в российских школах запрещается с нового учебного года использование мобильных телефонов на уроках. По словам главы Минпросвещения, на такую меру пошли в соответствии с новыми, опять же, санитарными правилами. Вот насколько это оправданно и необходимо? Я думаю, Причем что... тут санитарные правила? Ну, потому что на самом деле, конечно, гаджетами желательно пользоваться не слишком много времени, во-первых, да, во-вторых, чтобы это не отвлекало. И я думаю, что это позволит улучшить качество освоения учебного материала, они будут меньше отвлекаться. И сейчас на самом деле у нас в городе классы все практически мультимедийные. То есть нет необходимости уткнуться в маленький экран телефона и что-то там выискивать полезное для собственного развития. Все есть на цифровых досках, интерактивных панелях, есть электронные учебники, бумажные учебники, поэтому здесь гаджет, он больше мешает. Ну и я думаю, что и учителям тоже станет легче работать в классе, где 40 детей, и которые не отвлекаются на эти гаджеты. Нет, но одно дело, когда ты учителя не слушаешь, что-то в это время, значит, в телефоне делаешь, а другое дело, ну, может быть, ты там по теме урока что-то загуглил. Я думаю, что не надо гуглить, надо читать учебники и энциклопедическую литературу. Ну вот еще с 1 сентября 2023 года с 6 по 11 класс, да, еженедельно в рамках внеурочной деятельности будут проходить занятия по профориентации. Вот их кто будет проводить, как это будет выглядеть, детей будут водить на экскурсии куда-то, или будут приходить какие-то представители профессии рассказывать, или это вот как в советское время было, там девочки все швеи, мальчики все там водители или столяры. Но вот это абсолютно новое для нас начинание, оно общефедеральное, то есть все будут данную профориентационную программу проходить на федеральном уровне. Две категории там отличаются: базовые и, скажем, продвинутые. Да? Школы сами выбирают, какой они уровень предпочитают. От этого зависит и количество часов, которые будут этому уделяться, и будут по единой федеральной программе осваивать контент касательно профориентации. Он идет с 6 класса по 11, и я думаю, что это будет очень полезно в плане чего? Что вот она единая федеральная программа. Ну, во-первых, лучшие профориентологи эту программу разрабатывают. То есть мы будем уже, скажем, не с кустарными подходами, да, встречаться, а скажем, на самом лучшем, качественно проработанном уровне наши дети будут профориентироваться. Второй эффект от этого, что самое главное, я думаю, это то, что у детей будет более осознанный выбор для сдачи госэкзаменов. То есть они будут примерно ориентироваться, в какую профессиональную область они хотели бы углубиться в дальнейшем. И, конечно, не будет метаний, как это бывает даже, что к 1 февраля ребенок 11 класса до сих пор еще не знает, какой экзамен ему сдавать. Конечно, это отражается на качестве сдачи экзамена. Чем раньше ребенок определяется с этим, тем более качественно он сдает, тем лучше он поступает в профессиональное учебное заведение, и тем больше, конечно, успехов он в этом достигает. Поэтому такой эффект снежного кома, но в позитивном плане, я думаю, мы получим по профориентации. Ну, то есть это какая-то все-таки единая метода получается, да? Да, То есть это не связано с тем, какие в этом городе есть Нет, но предприятия, организации. Это будет связано именно с тем, что в целом в нашей стране какие кадры нужны в первую очередь. Мы же говорим про мой адрес, не Советский Союз, но мой адрес — это Россия. Да. И вот единый стандарт образования будет действовать в российских школах, что позволит снять вопрос качества образования при переводе ребенка из школы в школу, из одного региона в другой. Вот помимо... Это что подразумевает? Это вот эти самые единые учебники или что-то еще? В том числе единые учебники. Это также говорит о том, что не будет такого, что эта школа работает там по Замкову, это по Ликунину доводят, третья школа, там еще какая-то программа, да? То есть у всех единая стандартная программа.
Это позволяет и лучше отслеживать качество образования, потому что мы, скажем, по единым меркам общим будем к этому подходить. И это облегчает жизнь детей и родителей. То есть при переходе из школы в школу не надо подстраиваться под программы. То есть идет все синхронно, параллельно. И также мы говорим о том, что при переводе будет удобнее ориентироваться, что так. Ну, а как же тогда вот Углубленный, не углубленный да, уровень. углубленный Это уже не будет иметь такого уровень, большого значения. спецшколы, там английский с первого, не На с самом первого. деле, да, вот профильность. Два языка, не два языка. Вот Школа это на самом деле сейчас уже математика, отошла физика. от профильных классов. Ну, мы по привычке их называем профильными классами. И как бы, особенно в 10-11 классов они как бы имеются. Но на самом деле новый стандарт образования, который уже введен еще с прошлого года и ранее, с 10 класса, он говорит именно об индивидуальной учебной программе ребенка, о его траектории. То есть специально выделяются индивидуальные учебные часы, чтобы ребенок углубленно что-то изучал. И это не обязательно вместе с классом. Поэтому сейчас все в этом плане очень хорошо подстраивается под особенности ребенка, особенно в старших классах. И вот еще в соответствии с приказом Минпросвещения России, значит, от 6 апреля 2023 года вступает в силу новый порядок и условия перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую. Какие там нововведения? Этот порядок, он действует до 2029 года, на 6 лет. Очень интересный порядок. Ну, я думаю, что как раз он, по сути, закрепил то, что должно было быть. Сейчас у нас достаточно много бывает старшеклассников, ну, 11-классников, к примеру, которым уже 18 лет. Они уже совершеннолетние, дееспособные. И, в общем-то, они не обязаны родителей спрашивать, где они хотят учиться. И вот для них этот порядок как раз предусматривает возможность, не спрашивая папу и маму, перейти в то или иное учебное заведение. Ну, например, из школы в школу. Это вот одно. Второе, также этот порядок предусматривает, что если раньше родители просто забирали документы со школы и переходили в другую, то теперь при переходе школа в бытие, она обязана дать подробную справку, чему обучился ребенок, что он прошел, какую программу, сколько часов и так далее. Что, конечно, будет удобнее для принимающей школы. Ну и вот теперь о наполненности школ. У нас первый звонок услышит порядка 15 тысяч первоклашек по всей республике, даже больше. Из них 5-6, наверное, в городе Якутске. Прием в первые классы проходил в 2 этапа, я так понимаю. Первый этап был, значит, в электронном виде, с апреля еще начался. И вот сейчас второй этап. Родители могут пойти в школу, прийти ногами, написать заявление. Вот это вот те, которые не успели подать электронно, или те, кому не хватило мест по прописке? Или... На втором этапе с 6 июля заявления подают в основном те, кто не имеет прописки по данному микрорайону. Но сейчас идет процесс зачисления тех детей, которые не имеют прописки, на свободные места в городе Якутске. Но, по сути, центр города, он уже весь занят. Сейчас в основном говорится об окраинных школах. Ну, то есть в основном это те, у которых люди, у которых прописка где-то в районе, они просто живут в городе и хотят, чтобы ребенок ходил в школу в Якутске, да? Да, да. Ну и вот вопрос от зрителя, почему нет возможности принять ребенка, тем более первоклассника, по месту проживания? Раньше все было просто. Вот. Да, это такой вопрос, который всегда задают, но мы подчиняемся федеральным правилам приема в первый класс. И он говорит о том, что в первую очередь принимаются дети по прописке. И во вторую очередь при наличии свободных мест мы можем принять ребенка без прописки. И, к сожалению, у нас в городе Якутске, в школах, особенно в центре города, места очень быстро, скажем, разбираются теми, у кого есть прописка. Поэтому те, кто не имеет прописки, они в центральную школу практически не могут попасть. Но сейчас откроется новая школа в микрорайоне Прометей, да? Да, это не центральная школа города Якутска, но она большая. Она большая, в большом жилом микрорайоне. И сейчас туда принято почти 1600 детей.
из них 292 первоклассника. Будет 10 классов в параллели у первых классов. Мгм. И 203-й микрорайон, тоже, Да, там, тоже. хотя там две школы, но там вот были Горячий жилой горячий микрорайон. такой район, да. Да. Что вот там, Но в этом как сейчас году мы дела приняли обстоят? такое компромиссное решение с учетом пожеланий родителей, что они все же хотят учиться в Центре глобального образования, но не смогли в этом году попасть, что большая часть родителей подали заявление в 33-ю школу, там открыты дополнительные первые классы для них, и затем мы ожидаем в 2025 году новое здание дополнительное для Центра глобального образования. И вот эти первоклассники, которые сейчас закреплены за 33-й школой, затем, по желанию родителей, в 3 классе перейдут в Центр глобального образования. Мгм. Но в Якутске появляются в последнее время не только новые школы, но и пристрои для школ. А вот справляются ли эти пристрои с поставленной задачей? Ну, отрадно, что эта работа ведется, и хочу отметить, что на самом деле очень активная работа пошла, когда еще Есен Сергеевич Николаев был главой города Якутска. Началась тогда. Да, потому что эта работа, она долгосрочная, она не так, что сегодня приняли решение, завтра уже строится школа. На это уходят годы. И вот сейчас мы, по сути, являемся, скажем, благополучателями вот тех трудов, которые с 2012 года еще шли. В этом году ожидается, что у нас будет завершение строительства пристроя в Хатасской школе, в 26-й школе, и в следующем году 29-я школа тоже будет расширять свои квадратные метры. Ну и новые микрорайоны, они сейчас проектируют с учетом школ. То есть в Звездном в том же, да, появится школа своя. Сейчас ведется строительство новой школы на 990 мест, но по квадратуре это будет еще больше, чем школа в микрорайоне Прометей. На улице Ивана Кульбертинова, получается, рядом со Звездным. Но кроме этого, в самом Звездном тоже планируется строительство и школы, и детского сада. Мы ожидаем сейчас застройки микрорайона Спортивный, это место 17-го квартала, и в нем тоже спроектированы 2 школы. Ну и такой процесс будет дальше идти. И я думаю, что горожане действительно почувствуют на себе, в своих семьях качественное изменение условий, в которых дети учатся. Ну и вот если раньше были определенные трудности с тем, чтобы отдать в первый класс ребенка с обучением на якутском языке, ну сейчас, по крайней мере, так вот не обсуждается. Проблема снята это или? Это право родителей выбирать язык обучения, но есть еще к чему стремиться. Важно, чтобы, на мой взгляд, мы решили задачу, чтобы в каждой школе было обучение якутскому языку. Но чтобы мы к этому пришли, надо, чтобы в детских садах дети могли заниматься, посещать якутские группы. Поэтому основной акцент, ну, лично я в своей работе делаю на это. И мы в этом году увеличиваем количество якутских групп в детских садах, стимулируем детские сады на это. И надеемся, что эта работа будет продолжена. И Евгений Николаевич Григорьев, наш глава, конечно, обращает тоже на это серьезное внимание и меры поддержки. В этом году впервые была произведена выплата премии лучшим учителям якутского языка и лучшему воспитателю якутской группы. И если в этом году мы 3 премии дали, то есть одна была учителю якутского языка в национальной школе, вторая лучшему учителю якутского языка в школе поликультурной, скажем так, да, и одна премия воспитателю якутской группы, то на следующий год поправку внесли по инициативе Евгения Николаевича, что будет также 2 премии воспитателям. Одна для якутской группы в якутском садике и другая для якутской группы в таком смешанном садике. Вот теперь про школьные библиотеки. С 1 сентября их все подключат к единой цифровой платформе, о чем заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Вот для чего это делается, что это, как это будет происходить, что это будет? Это те же шаги, что единый учебник. То есть у нас учебники есть бумажные и есть электронные. И вот электронные учебники, по сути, это и есть единая цифровая платформа. И это, конечно, будет полезно и облегчит жизнь всем. И школам, и родителям, и учителям, конечно, детям. На общероссийском родительском собрании Сергей Кравцов заявил, сбора денег с родителей на ремонт школы не должно быть, это уголовное дело. Вот
поборы на ремонт На самом деле это остались в действительно прошлом? так. Это действительно так. То есть никто не имеет права, никакое учреждение, ни директор, ни учителя, ни классные руководители ставить такой вопрос о сборе денег на ремонт школы или детского сада. А вот на ремонт класса, на шторы. Я думаю, что на самом деле здесь инициативы учреждения быть категорически не должно. Но если родители хотят новые шторы, они Но могут. если на им них захотелось, там вместо эти шторы надоели, захотелось другие шторы. По собственной инициативе они могут это сделать, но никак не по инициативе учреждения. Ну и получается, что программа капремонта и текущего ремонта, они полностью покрываются за счет бюджета. Там, федерального, регионального, Да, муниципального. в этом году по школьной модернизации у нас 13 школ, это 14 зданий, откапиталились. Успевают, кстати, все закончили? Да, все практически завершено. Сейчас мелкие недоделки исправляют наши подрядчики. Но это небывалый объем. В прошлом году было 11 школ, в этом году 13 школ. И дальше эта работа будет продолжаться. И теперь мы начинаем готовиться к такой же федеральной программе по капремонту детских садов. Ну и вот в школах появится новая должность, появляется уже кое-где советник директора по воспитательной работе. Вот чем он будет заниматься? Это еще один завуч, по сути, или кто это? Да, эти советники у нас на самом деле уже второй год будут работать. Их у нас 91 человек во всех школах города Якутска. Это не заместитель директора, как многие думают, и не тот советник, который шепчет на ушко директору, что он должен сделать по воспитательной работе. Это человек, который непосредственно занят с детьми, с их общественной социальной активностью, учит их проектировать социально, прежде всего, придумывать какие-то идеи, проекты, реализовывать их. Они прошли специальное обучение по технологиям таким. То есть это не уроки, это не классные часы, это просто активная деятельность с человеком, который постарше тебя, ну, как вожатый практически. Например, кто в лагерях был детских, они знают, вот вожатого дали, и вот он вместе с ними и в поход идет, и концерт организовывает. Вот в таком духе этот человек работает. И, например, у нас уже есть хорошие такие результаты. В 13-й школе вот такой советник директора, он с ребятами помог им, и они придумали и выиграли грант Российского движения детей и молодежи. И теперь они готовят такой фестиваль видеофильмов по родной Якутии. А вот в некоторых школах очень развита юнармия, например, да? Сейчас появилось вот это вот движение первых, которые вроде бы как почти пионеры. Вот это будет как-то интегрировано в школу или они будут сами по себе? Или тоже вот этот по воспитательной работе будет заниматься? Мне кажется, что для детей очень важна возможность выбора. Вот все-таки вот в советское время, что вот мне, например, самой не нравилось, это вот ты идешь в пионеры, и никакой у тебя альтернативы нет. А если ты не хочешь в пионеры, так ты вообще кто-то такой, что ты не хочешь в пионеры, да? А сейчас у детей есть возможность. Ты хочешь, идешь в Российское движение детей и молодежи, хочешь, идешь в юнармию. Есть даже движение зеленых пионеров, например, это юные экологи и так далее. Поэтому здесь нет такого, что всех там под одну гребенку, все выстроились там и все одним единым маршем идут. Поэтому сейчас у детей есть очень хорошие возможности, и мне лично самой тоже нравится. Я думаю, что ответственные родители как-то вот в этом плане детей тоже сориентируют, что очень много интересных федеральных программ, проектов, конкурсов. И любой ребенок может заявиться и в этом участвовать, вне зависимости от того, какие у него успехи в учебе, там, какая у него дисциплина. Да? Но если у него есть интерес к какой-то области, например, он любит даже снимать те же тиктоки, да? Он может заявиться и показать себя не только в городе Якутске, но и вообще по всей России. Ну и ежегодно в конце августа собирается республиканская общественность педагогическая на августовское совещание. Причем оно так-то августовское всегда говорят. Хотя вроде бы августовское должно быть, да. Вот какие там будут задачи, вопросы обсуждаться? Конечно, это воспитательная работа, потому что мы сейчас понимаем, что дети совсем иные. Нужны правильные
подходы, мы не можем с той меркой, которые нас воспитывали, к ним подходить. А мы их должны воспитывать для будущей успешной и счастливой жизни в постоянно изменяющемся обществе. Второе – это, конечно, качество образования. Родители этого хотят и имеют полное на это право, что школа должна качественно подготовить ребенка к сдаче госэкзаменов для того, чтобы он затем мог шагнуть в профессию. Поэтому мы в этом году будем на это обращать очень серьезное внимание, тем более, что наш Илдархан на встрече с педобщественностью города Якутска тоже нам такую серьезную задачу поставил. Поэтому это вот основные, скажем, два момента, на которые мы будем обращать внимание, обсуждать во время нашего августовского совещания и затем работать в течение всего учебного года. Но в какой-то мере показателем работы педагогов, показателем работы школы являются, конечно, вот эти вот пресловутые экзамены, которые мы с вами не раз сегодня упоминали. Вот. И в этом году у нас количество 100-бальников такое неплохое и по городу, и по республике в целом. Вот на эти результаты как нужно работать, да, и тем более они же сейчас премию еще будут получать, да, эти учителя дополнительную. Да. Вот как вот тут вот найти баланс между тем, есть же у учителя все равно такой соблазн все силы отдать вот этому потенциальному 100-бальнику и на остальных, так скажем, уже по остаточному принципу. Я думаю, что на самом деле это не имеет такой повсеместный характер, потому что качество работы школы судят не по количеству 100-бальников, которых на самом деле немного, да, а именно по количеству выданных аттестатов. То есть мы смотрим прежде всего на это. То есть любой учитель должен так подготовить учителей, чтобы ребенок все-таки сдал экзамен. Но это получается не всегда, как мы сейчас это видим. Есть разные на то причины. Мы проводим сейчас анализ, и школы тоже вырабатывают свои меры, потому что на самом деле школы все наши города Якутска, они не находятся в однородных условиях. У всех свои разные возможности, условия, социокультурные. Тем более, если говорить о всей республике. Да, материально-технические. В нашем городе сложно сейчас, конечно, с тем, что переполненность есть, 2 смены. Конечно, учителям сложно работать в этих условиях. И здесь важно выстраивать грамотное сотрудничество с родителями. Потому что если родители являются такими соратниками учителей в этом, и соратниками детей, и все 3 стороны разделяют эти цели и идут в едином темпе, тогда успех обеспечен. Но если здесь есть какие-то непонимания, отсутствие сотрудничества, то это все равно сказывается на ребенке. Ну и в завершение эфира, что бы вы пожелали школьникам и их родителям? Начинается учебный год, все отдохнули, хорошо, я думаю, провели время. Теперь нам надо набраться всем сил и терпения и дружно, качественно и работать, и учиться. Дорогу осилит идущий. Тот, кто каждый день делает маленькие шаги, тот обязательно добьется успеха. Так что всем успешного учебного года. Ну что ж, благодарю вас, Мария Петровна, за беседу. И всем педагогам тоже желаю успехов в работе в преддверии нового учебного года. И, конечно, хочется, чтобы для всех ребят учеба была успешной, приносила радость познания. Ну, на этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.